Стереотипные вопросы – это рубрика телепередачи «Вестник Харысхал» в формате интервью. Героями являются люди с инвалидностью и родители, воспитывающие детей с инвалидностью. В ходе рубрики герой отвечает на 10 вопросов о своей инвалидности, тем самым опровергая сложенные обществом стереотипы о ней. Гостем этого выпуска стала молодая мама с инвалидностью. Меня зовут Попова Нургияна Мирославовна. Я специалист благотворительного фонда «Харысхал», председатель автономной коммерческой организации людей с инвалидностью движения без барьеров и мама 2 сыновей. Мой диагноз – это врожденная аплазия левого предплечья. У меня с рождения нет половины левой руки. В то время, когда я родилась, когда я была маленькой, такого понятия, как инклюзия, социализация детей с инвалидностью не было широко развито. Да? Так как это сельская школа, я училась на дому. Ко мне учителя приходили на дом, и у нас еще такая шутка была, что на урок опаздываю не я, а опаздывают мои учителя. На некоторые уроки, на праздники я ходила в школу, посещала школу, знала своих одноклассников, общалась с ними. То обижали ли меня мои ровесники в школе, да? Ну, были такие какие-то шутки, подколы, но это было как бы все равно, как детское общение было. А так то, что конкретно там как-то обзывали, из-за этого мне не хотелось общаться со своими ровесниками, такого не было. И хотя когда уже со временем, в подростковом возрасте, когда начинается проявляться твоя личность твоих ровесников, уже как-то не очень хотелось посещать школу, потому что эти взгляды какие-то, да, то, что там учителя хотят все тебя оберегать, там, излишне помочь. И это, конечно, напрягало, поэтому мне все-таки хотелось находиться дома, заниматься своими любимыми делами, увлечениями. И у меня были друзья. Для меня лучше без протеза, потому что для меня была только возможность сделать косметические протезы. Да? Но в детстве мы эти протезы делали каждые 2 года. То есть у меня дома где-то лежит коллекция этих протезов от мала до велика. Я их одевала просто так, дома там часик одела, там поигралась, маленькая, да, для меня как бы это игра, новое ощущение, рука, там можно что-то прикрепить, там. А так в обыденной жизни я его не носила, так как протез мне мешал. Так как у меня это с рождения, я уже научилась делать все так-то, без протеза. Конечно, смущало то, что люди на улице, в каком-то общественном месте на меня смотрят, да? То, что надо там рукава куда-то все время засовывать, там что-то с этими рукавами делать. Уже взрослее, когда уже пошел подростковый период, когда уже начала сама работать, когда даже родился первый ребенок, у меня уже эти все страхи, какие-то стереотипы, то, что люди на меня смотрят, это уже все прошло. И, в принципе, идея о том, что я хочу протез, что мне нужен, вообще отпал. Около 8 лет работаю в некоммерческой организации. Пробовала себя в таких профессиях, как корреспондент, художник-оформитель. Также работала по специальности библиотекарем. Да? И то, чтобы устроиться человеку с инвалидностью на работу, это не зависит не только от самого человека, да? Но и от работодателя тоже, как он вообще воспринимает людей с особенностями. У меня проблем с передвижением нету, но я категорически не люблю ездить на автобусах. Там нужно держаться. А как только заходишь в автобус, резко автобус начинает двигаться, и ты не успеваешь за что-то ухватиться там, или успеть сесть, например. Да? И если у тебя там сумка, пакет с вещами, это уже вдвойне тяжело. Да? Надо же расплачиваться. И это надо заранее, когда уже твоя остановка идет, надо встать, надо достать эти денежки, это надо уже заранее посчитать свои монетки, чтобы там дать, да? И поэтому весь этот процесс езды в автобусе для меня очень, накаливает меня, да? Я любила ходить пешком, да? И у меня всегда была такая мечта, вот зимой я иду пешком, и я всегда, вот когда-нибудь я куплю себе машину, я научусь ездить. И года 4 назад я получила права
сейчас уже 3 года я езжу на своем автомобиле. Ну, с детства я люблю рисовать, я любила заниматься творчеством, но, к сожалению, сейчас с детьми у меня не осталось так много свободного времени, все свободное время уходит на детей, но я все-таки мечтаю сейчас тоже начать рисовать, заниматься творчеством, создавать для дома уют. И также я тоже в школьное время писала стихи, занималась вокалом, съездила на гастроли однажды. Есть такой стереотип, что матерям с инвалидностью труднее, да? Но на своем примере я могу сказать, что имея такую инвалидность, такие ограничения, да? Ну, ограничения все равно есть, но несмотря на это можно полноценно быть матерью и заботиться о своих детях. Конечно же, были какие-то страхи, да, когда, во время беременности, да, вот как я могу поднять ребенка там с кроватки, если он такой будет маленький, как я его подниму, да. Представляешь процесс первого выхода из дома, да, как вы выходите, садитесь в машину, вот, как эту дверь открыть с ребенком, там закрыть, вещи взять, вот это все сделать. Тоже это все заранее продумывается, да. Ну, а когда приходит сам момент этого действия, ты уже на автомате это делаешь. Ну, трудности, конечно, есть бытовые, то, что надо все заранее продумывать. Например, я всегда, когда гуляю с малышом, ношу с собой слинг, чтобы, если заходить куда-нибудь по-быстрому, ребенку туда запихнуть себе, да, чтобы на руках не нести, чтобы рука была свободная, да. Коляску всегда с собой ношу, и все, что мне необходимо, я всегда ношу с собой. У меня сейчас старший сын, ему 5 лет, но, как я понимаю, адекватно уже воспринимает. Когда он там ходил в садик, да, ко мне подходили другие дети, его ровесники, там спрашивали, заглядывали, а он уже там реагировал нормально, типа, что там, что-то нет-то, типа. Но сейчас мы с ним на эту тему разговариваем. Ну вот, что у мамы такая особенность, что маме надо помогать, что мама это не может сделать, да? Например, у нас недавно состоялся такой разговор, мы шли с ним по улице, и мимо проезжал мотоцикл, он сказал мне о своем желании покататься на мотоцикле. Я такая ему говорю, а вот маме не разрешается на мотоцикле кататься, потому что вот надо 2 руками водить мотоцикл, поэтому мама не может. Там. Через некоторое время, там несколько дней уже прошло, и он такой, мама, когда у тебя рука вырастет, мы будем кататься на мотоцикле. Ну, то есть он все-таки надеется, что у мамы рука вырастет. Все равно это детское мировоззрение. И когда, например, я говорю, держись за руку, например, у меня в этой руке там вещи, пакета, я ему могу сказать, чтобы он держался за другую руку, и он там держится прям крепко. Вот так мы идем. У меня общий диагноз не только вот отсутствие руки, да, у меня генетики поставили такой диагноз, что это синдром Холта-Арама, поражение всей левой части тела, то есть у меня помимо еще руки был врожденный порок сердца, и как бы это в комплекте может передаться по наследству, но пока еще тю-тю-тю все нормально, но это еще изучается, и как бы по медицинским показаниям я стою на учете у генетиков. Инвалидность же это только социальный статус. Там, пусть даже ты передвигаешься на коляске, пусть у тебя отсутствуют там конечности, да, то все равно ты остаешься человеком. Твой социальный статус человека с инвалидностью не должен тебе мешать реализовываться, быть полноценной личностью, работать, учиться, заводить семью. То есть даже имея какие-то особенности, ты должен развиваться и расти как личность, и приносить пользу себе, своим близким и обществу.